Началась экскурсия со швейной фабрики. Представители торгово-промышленной палаты прошлись по всему предприятию, в котором больше 200 человек трудится над созданием высококачественной продукции. Делегации продемонстрировали оборудование, показали работу специалистов и в целом ознакомили со всей кухней швейной фабрики. Мы увидели современное оборудование, современную систему организации производства и видим, что фабрика загружена, люди работают, а это серьезная решается задача по обеспечению работы людей, по наполнению доходной части бюджета. И, в общем-то, надо сказать, что мы вообще поражены развитием республики. За эти третий день мы в гостях у вас видим, как республика развивается, как люди работают. И вообще очень самое лучшее впечатление. После осмотра производства Сергей Катырин дал определенные советы для усовершенствования работы предприятия. Для увеличения количества заказов на пошив спецодежды есть все условия. Суперсовременное оборудование на швейной фабрике. Я думаю, перспективы есть. Отшивать не только то, что они сегодня отшивают там для «Газпром», как я понимаю, там, да, но есть более, так сказать, серьезные вещи, но я имею в виду более изящные, я бы сказал так, вещи, которые касаются там в том числе и известных брендов, и женской, мужской одежды и так далее. Но, естественно, что нужно набирать сначала кадры, наполнить фабрику, а все остальное уже есть. Рассчитана фабрика на более 1000 рабочих мест. Нехватка сотрудников – вопрос поправимый. Сейчас активно занимаются подбором персонала. У нас идет набор персонала, мы сами обучаем персонал. Если, конечно, умеют шить, тогда хорошо, а так нет, кто не умеет, тех обучаем полностью, смело. У нас практически весь персонал, здесь процентов, даже не весь, конечно, но процентов 90, можно сказать, мы сами обучили здесь персонал. Также, конечно, сегодня сотрудничаем с нашими местными профессионально-техническими училищами, колледжами, которые обучают швейному делу. Даже на сегодняшний день у нас сегодня здесь уже человек 25 проходит практику от тех же колледжей. Также планируем открыть на базе нашей фабрики филиал от нашего Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа, чтобы уже здесь обучали студенты, уже здесь проходили практику, все на месте. После фабрики представители делегации торгово-промышленной палаты отправились на завод алюминиевых профилей. Он находится по соседству. Здесь работа также кипит. Более 300 человек трудятся над изготовлением высококачественного алюминиевого профиля на современном автоматизированном оборудовании. За процессом наблюдали гости республики. Также их ознакомили с каталогом продукции компании. Алюминиевый завод здесь вообще никаких инвесторов, ничего не надо. Они сами должны быть уже инвесторами, создавать еще производство. Мне кажется, прекрасное предприятие, вообще полный цикл, много партнеров. И как мне коллеги рассказали, никаких особых проблем у них не возникает. Предприятие, которое может порадовать любого руководителя региона. Уже гордиться над такими предприятиями. Работает все как часы. На заводе рабочий процесс отлажен до мелочей. За 10 лет объем изготавливаемого алюминиевого профиля увеличился в 8 раз – со 100 до 800 тонн ежемесячно. Абсолютно разные назначения, география продаж по всей России, то есть от западных границ до восточных границ. Даже есть опыт поставки на экспорт, Азербайджан, Турция. В принципе, у нас пока в основном рынок сбыта – это территория России. Удивлен, что такое энергоемкое предприятие есть в Ингушетии. Желаю развития, желаю процветания этому предприятию, потому что это действительно здорово, когда полный цикл переработки алюминия идет от начала и до конца. И мы получаем готовое уже изделие, которое на полке ложится, пригодится в строительной отрасли. Надеюсь, не только республики, этот товар пригоден везде. За 3 дня пребывания делегации в республике президенты торгово-промышленных палат субъектов страны остались под приятным впечатлением. Я прежде всего хочу поблагодарить принимающую сторону за приглашение, за теплое гостеприимство. Не скрою, что это мой первый визит в Республику Ингушетия. И спасибо коллегам за такую прекрасную возможность открыть для себя ваш край. Но между нами много общего, как в истории, так и в культуре, народных обычаях. И чувствуется, насколько глава республики сегодня на встрече и вообще правительством проводится огромная работа по поддержке малого и среднего бизнеса. Данный визит наш подчеркивает незыблемость
наших отношений, необходимость укреплять торгово-экономические связи, тем более, что в наших взаимоотношениях есть очень много резервов. Я уверена, что мы, торгово-промышленная палата, будем делать все для всестороннего развития, для поддержки взаимодействия на долгосрочной основе между предпринимательскими сообществами наших республик. Делегация успела посетить ряд успешных промышленных предприятий региона и насладиться особенностями местного колорита. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.